На таких встречах часто затрагиваются вопросы поведения водителей на дорогах. Власть, богословы и правоохранители призывают участников дорожного движения быть бдительными, потому что последствия неосторожности могут быть плачевными. К примеру, история 12-дневной давности. Итог столкновения двух автомобилей. 3 детей остались без отца. Слово Ахмеду Джабраилову. Сегодня перед центральной мечетью села Алханюрт многолюдно. О прощении виновника пришли просить практически всем миром. Здесь на примирении собрались несколько сот человек. Среди них известные богословы и старейшины села. Первым, попросив разрешения, слово взял Арби Хабзиев, кади Курчелоевского района. Он представляет виновную сторону. شويه دوخشنا إيش داخكنوي ديار دروي ديلا دوها يلشنا دوها ويش أستاذي أولياء دوها جيش دهار غندير دول هار يحيى هار دالا شندكنز بيقن بويلا. Прощение кровника считается присущим истинному мусульманину и имеет особое значение в религии. О ценности и значимости отказа от кровной мести рассказали присутствующие здесь богословы. شغيل الله يحش وخناغن حلغاء شيكرغ إبوال خلر بعندوش وقت عنا دوش حست الله دوش تدي أحكن شو بيامر ديل سلام مارشال خويلتون دخ قم يالدو بيامر أول إن لم يكن غضب علي فلا أبالي وزن ديله أحسن دي أهليل دوش تلهم حو يغزوان ليلوش داتسا هم داتسون شينول أتصل شابالي أول شا بيامر تغنا وخناغنا شيك ولول شوسك Uygazluans, Hütterians, Gamans, as din Deutschland, Schumann, Deel durch Kargesto, Deel durch Haschkindira Bowl. 25 января в результате аварии на перекрестке федеральной трассы М-29 рядом с селением Чечен-Аул, который в народе называемый советским перекрестком, столкнулись два автомобиля. Водитель Приоры, 32-летний Магомед Алибеков, погиб. У него остались 3 детей, 2 сына и дочь. Но с сегодняшнего дня вражде Алибековых и Ахмаровых пришел конец, а совместная молитва укрепила согласие между ними. С этого дня из жизни обеих семей уйдут страх и тревога за близких людей. Ахмед Джабраилов, Мурад Эльбукаев, новости.